В Ленинградской области завершился чемпионат Северо-Западного федерального округа по тяжелой атлетике. В нем участвовали 82 спортсмена из 6 регионов. Спортивная сборная команда нашей республики показала отличные результаты. Гости студии 11. Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, тренер спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 Евгений Костин и мастер спорта по тяжелой атлетике Екатерина Исакова. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствуем вас первым делом. Поздравляем с таким хорошим результатом. Евгений, вас как тренера хочу спросить сразу. Для нас это действительно хороший результат за последнее время? Нет, хороший результат. Мы очень часто выигрываем Северо-Запад. В прошлом году. Это привычка уже? Да, нет? конечно. Мы стараемся держать марку. Мы одна из сильнейших команд Северо-Западного федерального округа. И мы часто выигрываем. Мы выигрывали... В прошлом году выиграли, был чемпионат Северо-Западного федерального округа в Приозерске, тоже Ленинградской области. Там была полная команда, и мы вообще, там была сильная борьба. 1 очко всего выиграли. До этого у нас проходили северо-западные, мы тоже выиграли дома у нас. То есть мы 3 года подряд пока держим чемпионат северо-западный, кубки у себя. Ага. Да. Ну, получается, если говорить о командных достижениях, мужчины 1-е место привезли, женщины 3-е. Почему раз, да? Хуже? Ну, не хватает у нас еще девочек. Ага. Девочек мало у нас в команде, просто они выиграли обе. Обе выиграли. Но так как в других нам выступило 3-4 спортсмена за одну область, и они выиграли просто по количеству очков. А так будем набирать команду. В прошлом году мы выиграли девочками. Катя, в прошлом году тоже победительницей была? В прошлом году у нас ездил сильный состав, 3 мастера спорта, поэтому выиграть было, в принципе, не тяжело. А как ты вообще пришла в такой вид спорта? Что тебя подвигло? Не ассоциирующийся вроде как с девочками. В тяжелую атлетику я попала совершенно случайно. Меня привел старший брат. Привел и оставил. И со временем я втянулась и полюбила. Они, может, знают старшего брата, да? Старший брат Васев Александр. Чемпион мира по пауэрлифтингу, да. Ну тогда Саша. Саше можно доверить. Он знает, куда привести девушку. Как готовилась к этим соревнованиям? Сложно было? К этим соревнованиям очень хорошо готовились, что очень радует. Было поставлено много рекордов личных. Здорово. А это круглогодичная подготовка? Как вот вообще не, у нас это сейчас как... у нее не главное. Мы просто съездили туда, мы знали, что мы ее... Просто я для команды свозил, потому что мы сейчас вот в субботу улетаем в город Салават, Башкортостан, на первенство России, на финал по молодежи. Вот я везу ее, у нее главный старт туда. То есть это была как тренировка, мы просто выступили на Северо-Западе и все. Сейчас волноваться люди. А сейчас на России, да, мы поедем. Главная цель туда. А Россия когда? Вот сейчас мы уезжаем, в понедельник надо быть, все, по первенству молодежи, будет самый основной старт у нее. И потом еще в августе готовимся, спартакиада молодежи, будет еще одна Россия. То есть у нас все лето. Получается интенсивная вообще очень, у нас, очень, жизнь. очень, мы все время ездим. А как вот? То есть времени для отдыха нет совсем? Ну, иногда оно есть, когда повезет. Когда повезет. Ночь, да? 6 часов сна. Нет, почему? Распускаем на месяц, когда уже все старты основные пройдут, и дается там полгода, как минимум, понимаешь, что нет основных стартов. Распускаешь их, и все. Они месяц, но все равно зал появляется. Форму немножко поддерживать. По-любому надо поддерживать форму. А если говорить в целом о виде спорта, как тяжелая атлетика, вот популярно или не популярно в республике? Популярно сейчас становится, потому что кроссфит у нас появился, да, вы, наверное, слышали, и там он выходит из тяжелой атлетики тоже, как там пауэрлифтинг, например, все это виды спорта. Так как кроссфит очень популярен, тяжелая атлетика сейчас становится намного популярнее, потому что надо уметь поднимать штангу, чтобы, например, быть в топе по кроссфиту. И люди, им приходится, приходить, и детей ведут, им становится интересно, понимая, что это интересный вид спорта, что не просто это так, чтобы поднял железяку над головой, это надо уметь, должна быть техника очень, очень четкая. А с какого возраста, кстати, можно приводить? Вот, наверное, мальчиков раньше, наверное, можно, сына да? начал сейчас с 10 лет. Но там чисто палочка, да, палочка, движение ставим, то есть не нагрузки никакой, просто запоминает движение, какое надо делать. И со временем, да, года через 4 будут уже чемпионы, если грамотно подойти. Мы будем ждать новых побед.
Конечно. В следующий раз, чтобы Удачи. стол был заставлен просто. Да. Ну, и так уже Да. надо, чтобы 2 первых просто стояло, 2 больших. Ну, ничего, Желаем новых будет. успехов, без травм, чтобы все прошло хорошо. И ждем от вас новых побед. Ага, Спасибо вам большое. Спасибо.